Ассаламу алейкум, добрый день, Великая Масира. Сегодня в медийном пространстве появилось очень много лжеисториков, которые своим псевдонаучным бредом хотят бросить тень на историю чеченского народа. Среди таких появился сейчас и часто публикует свои видео на своем YouTube-канале, так называемый, позиционирует себя как историк, археолог, филолог, лингвист и всех наук, ученый, в кавычках, Руслан Бузуртанов. Этот персонаж, так называемый историк, филолог, археолог и тому подобное в кавычках, ведет свой YouTube канал, на котором часто выкладывает видео около научного содержания. Рассказывая свои вымышленные эти бредни, басни, данный человек приводит доказательства своих слов, различные ссылки на различную литературу, различных авторов 19, 20, даже 18 и более ранних веков. И зачастую при проверке оказывается, что он ссылается или не на существующую литературу, или на авторов выдуманных, и на несуществующие ссылки в литературе, или просто на выдернутые из контекста фразы какие-то. Вот меня мои, как говорится, мои подписчики меня иногда просят: Руслан, расскажи, ты всегда утверждаешь, что у нас древний народ. Была ли письменность? Но дело в том, что письменность наша зафиксирована на металлических изделиях, на глиняных изделиях, на листах, на наших башнях, на храмах. Вот перед вами действующий храм, ему несколько столетий, действующее здание, да, и на нем арабская письменность. То есть она тоже была употребляема. На следующем материале, сейчас мы увидим, это уже древнегрузинский, но написан буквами по смыслам ингушского языка. Грузинские исследователи, академик Шанидзе, Мираб Чухуа, да, вот эти академики, они этот вопрос исследовали и сказали: да, письмо грузинское, но смыслы ингушские, древние, да. Поэтому говорить о том, что у нас не было письменности, тоже нельзя. Это факт, просто надо. Мы же знаем, что 52 буквы албанского древнего алфавита, об этом пишут еще в первых веках нашей эры. А это Гаргарей, это древний, как говорится, нахский компонент нашего древнего культурного пространства. Поэтому мы можем смело говорить, что мы письменный народ, древний. Вот смотрите, в другом месте на жилой башне тоже арабское письмо. А внизу, уже ниже этого арабского письма, уже другой шрифт. Это все надо изучать. Если мы посмотрим в музее кровеческом, в ингушском, там находится что? Там находятся части блока храма Тхабаерды, на котором тоже есть письмена. Но кто это изучал? Это изучать надо серьезно. Данный видеоролик, взятый нами с YouTube-канала Руслана Бузуртанова, наглядно показывает нам уровень его знаний, какой он историк, какой он филолог, какой он археолог, и показывает, как он нагло, не стыдясь ничего, бессовестно подтасовывает факты, лжет. Он утверждает, что он отсылал эти рисунки, фотографии грузинским ученым, и что они подтвердили, что наверху арабский текст, а внизу грузинской буквами написанный ингушский текст на ингушском языке. Здесь внизу любой школьник, который начинает изучать азы арабской письменности, знает, что здесь написаны арабские цифры, арабский текст, арабские цифры внизу. И он утверждает, что этому храму несколько сот лет. Но действующий храм, которому несколько сот лет. Но датировка здесь от Пахиджи 1340-е, 1330-е годы. И вот, как мы видели на одном блоке, 1333 год. И все эти датировки это 20-е, 30-е годы 20 века. Вот на большом камне, вот, который был, где написано 1333 год, это
соответственно Григорианскому календарю 1925-26 год. А наш, говорю, историк утверждает, что храму несколько сот лет, и там написаны ингушские и слова грузинским шрифтом. И все его предыдущие ссылки, все, что он на своих роликах приводит, вот эти его доказательства, факты, которые он просто поднимает книги и говорит, что там что-то есть, не показывая. Все это такая же ложь и такой же бред, как и то, что он говорит в этом же ролике. И этот ролик наглядно показывает уровень этого человека. И он выкладывает такие ролики, которые смотрят несколько тысяч человек, которые на него подписаны. По всей видимости, он считает их полными идиотами, всех, кто смотрит и ценит его как историка. Их считает дебилами, идиотами, которым можно выкладывать все, что угодно, они все схавают. Я боец стратегического противостояния, а не тактических вот этих войнушек там друг другу. Вот это я тебе это сказал, это я тебе то сказал. Сон здесь чан. То, что я сейчас делаю в передаче, вы через годы будете пересматривать и ковыряться, специалисты даже. Да.